Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Мои дорогие, огромное спасибо за ваши лайки и за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Будет ли новая любовь? Когда и с кем? Пожалуйста, настройтесь на гадание, посмотрите на песочек мысленно, либо вслух задайте этот вопрос. Будет ли в моей жизни новая любовь? Когда и с кем? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. И прошу высшие силы дать мне возможности ответить на ваш вопрос, дать вам самую важную, нужную и полезную информацию. Итак, будет ли новая любовь, с кем, когда? Будет ли новая любовь? Так, ну что, мои дорогие, любовь-то будет, она будет, причем здесь я вижу у вас выбор, выбор из нескольких людей, и любовь, она, понимаете, такая больше как страсть. Страсть безумная, сумасшедшая, всепоглощающая. Вот такая идет. И человек ваш, вот он наверху. Видите, какой он? Он в самой вершине. Этот человек будет идти к вам какими-то, не знаю, петлями, окружными какими-то дорогами, да, вот прямой дороги у вас я не вижу. Я вижу, что какое-то преодоление, причем где-то у вас, где-то у него. То есть вы такие два человека с прошлым, я бы сказала, да, которые, ну, побаиваются новых отношений, побаиваются, в принципе, любви. Нет, которые хотели бы, конечно же, любви, счастья, отношений, это все есть. Но где-то побаиваются, не доверяют. Не доверяют обстоятельствам, не доверяют судьбе, жизни. Да? То есть вы как человек уже наученный на каком-то горьком опыте. Он то же самое. Понимаете, вот так вот. Вы человек, вот вы лежите, вот он. Эти события, они, конечно же, произойдут. Они произойдут, ну, давайте скажем так, да, будем честными. Здесь я вижу троечки, 3 периода времени. 3 недели, 3 месяца. То есть в такое время у вас будет новая встреча с совершенно новым человеком, абсолютно новым. Но вы должны понимать, что у вас за спиной уже есть человек, который по вам вздыхает, на вас надеется, скажем так, безнадежно влюбленный в вас человек. И этот человек, когда почувствует угрозу, когда почувствует, что кто-то в вашей жизни появился, он тоже активизируется и будет вам, ну, себя, скажем так, предлагать. Вот такая идет ситуация. Ну, а вы, конечно же, будете думать, выбирать, что, как, с кем. Честно скажу, я вижу, что вам счастье по судьбе, понимаете, по судьбе. Но вы вот просто колючками какими-то обросли и, ну, колите тех людей, которые даже, вы знаете, на вас кто-то посмотрел, ему раз, ему колючкой в глаз. Не смотри на меня. Я боюсь отношений, я боюсь, я не хочу. Здесь у вас, конечно же, ну, отголоски прошлого, очень сильные отголоски прошлого. Неудачные отношения, болезненные отношения, зависимые отношения, абьюзерские отношения. Это все, конечно, оно печально, очень печально. Но, мои дорогие, жизнь, она многогранна. И поверьте мне, в мире так много людей, которые хотят стремиться и, главное, умеют любить по-настоящему. Вам просто нужно, ну, себя обозначить, открыть себя этому миру. Да, страшно, да, есть риск опять получить по лбу, но тем не менее, без риска не бывает в нашей жизни, мои дорогие. Попробуйте. Попробуйте. Ну, конечно же, никто вас не заставляет сразу замуж выходить, да, там, не знаю, там, раздеваться там перед кем-то, да, в кровать прыгать. Нет. Вы должны себе, прежде всего себе разрешить счастье, разрешить себе быть счастливой и разрешить себе найти эту новую любовь. Понимаете, ну вот войдет новый человек в вашу жизнь, если вы себе будете запрещать любить, вы же никакого удовольствия от этого человека не получите. Вы и сами не будете счастливы, и человека счастливым тоже не сделаете. То есть подумайте об этом. Я вижу, что у вас
Вообще встреча с человеком для любви, для счастья, для жизни, она запланированная, она в вашей судьбе прописана, но она все время как бы откладывается, да, она все время откладывается. Почему? Потому что есть вот такие барьеры и преграды, которые вы сами себе создаете, как будто бы вы, вот я в домике, я в домике. Вы себя прячете, защищаете. Девочки, у которых особенно есть детки, да, вам кажется, что вы детей своих защищаете, а вдруг там мужчина будет плохой, вдруг он там плохо будет относиться к моему ребенку. Вот она стоит красавица, которая вот и ручками, и ножками вот такую защиту сделала своему малышу, понимаете? Вот такая идет ситуация, мои дорогие. Конечно же, никто не застрахован, и жизнь она такая, все может быть. Но это тот случай, когда нужно именно пробовать. Пробовать, еще раз говорю, не влюбляйтесь сразу, не не надо вот на человека смотреть, что все, вот ты тот единственный, которого я всю жизнь там ждала, ждал. Нет, здесь нужно именно здравый какой-то подход и, конечно же, здраво смотреть на человека. Не то, что вот я там чувствую к этому человеку, а что этот человек может мне дать. Может ли дать счастье, может ли дать любовь, комфорт, обеспеченность, заботу. Такие вещи. Выбирайте человека не сердцем, скажем так, вот прям влюбилась, все, больше ничего не надо, а еще и в дружбе с головой, чтобы вы вот прям, как сказать, да, чтобы все соответствовало. И тогда у вас все пойдет замечательно. Все вот эти моменты одиночества, которые я у вас считываю сейчас в песке, они все ваши. Ваши, и плюс, ну, тот, кто вам по судьбе, вот он здесь такой человек, он тоже, понимаете, пуганая птица, по-другому и не скажешь. Кстати, у него в инициалах буква «В». Этот человек, он тоже пережил там не сладкие моменты, не сахар, и жизнь у него тоже, знаете, как потрепала его. Но он, в отличие от вас, он не закрылся, нет, он, да, он приобрел где-то броню, какую-то защиту приобрел, но этот человек не закрытый. Вот в отличие от вас, он более открытый, более, ну, скажем, с открытым взглядом смотрит на мир. И меньше от этого мира защищается. Знаете, какое его главное оружие? Это его юмор. Это человек-шутник. Он постоянно шутит, причем всегда и обо всем. И шутки у него, они, я не буду говорить, что очень смешные, скорее они какие-то житейские. Понимаете, когда он пошутит, а людям, например, не смешно, а люди задумываются, действительно ли, да, это же так. Вот такой человек. Опытный, и даже если это человек младше, чем вы, вот поверьте, он такую школу жизни прошел, что на 10 жизней вперед хватит. Когда он расскажет вам свою историю жизни, вы поймете, что вы просто ребенок по сравнению с этим человеком. И как тяжело ему пришлось, сколько всего он вынес на себе, на своих плечах. Человек, кстати, может быть не свободный в плане того, что у него есть обязательства по отношению, например, к бывшим, либо к детям, либо к кому-то там, родители, друзья, знакомые. Вот как будто бы он за кого-то отвечает. И этот человек делает это не по слову закона, а по зову сердца. И это тоже очень хорошая характеристика. Вы должны понимать, что как он, например, относится к тем другим людям, к бывшим, даже к друзьям. Так он будет относиться и к вам, к вашей семье, к вашим деткам. Вот такой человек идет, понимаете, непростой. Давайте теперь посмотрим, когда вы с ним познакомитесь. Когда? Сейчас попробуем узнать дату. Скажет ли нам песок дату? Когда вы познакомитесь? Когда вы познакомитесь? Когда вы познакомитесь? Так, ну что, опять у нас такие эти не сразу вы познакомитесь, потому что пройдет время. Здесь время, оно, понимаете, вот все время делится, вот тут троечка, двоечка, троечка, двоечка, троечка, двоечка. Это может быть 2 числа месяца, 3 числа месяца. В районе 2-3 месяцев. У кого-то может быть быстрее, в районе 2-3 недель. Но те, кто познакомятся раньше, знаете, что это, скорее всего, будет какое-то интернетное знакомство, и оно в ближайшие там несколько месяцев будет такое, знаете, как шапочное, да. Вы знаете человека, вы с ним можете там привет, пока, но не более того. Шапошное, да, по-моему, так, извините, могу ошибиться. Те же, кто познакомится уже вот воочию, да, по-человечески, скажем так, у тех, конечно, во-первых, время уйдет на то, чтобы встретиться. Это будет вот как раз-таки 2-3 месяца. Плюс быстрее процесс пойдет. В интернете будет, дольше вы будете друг к другу присматриваться.
изучать там, например, друг друга странички, кто, как, откуда, с кем общался, там будете выискивать у друг друга бывших, настоящих и все возможности просчитывать, да. Ну, а если личное знакомство, конечно же, энергию почувствуете, считаете у друг друга, и сразу захочется, сразу вот прям закружит. Я, честно говорю, мужчина ваш прямой вышел. Вот он готов, у него все есть для того, чтобы с вами встретиться и познакомиться. Мечтает он о таком человеке, как вы. Понимаете, вы, смотрите, вы его звезда, да, а он ваша звезда. И вы очень похожи в планах, в намерениях, в желаниях. Есть такое. Но еще раз повторюсь, да, что у него как-то проще, он проще к этому относится, а вы будете вот прям, не знаю, дуть будете на эту воду, да, и будете переживать, будете очень много переживать, мыслей очень у вас много. Плюс мне еще не очень нравятся советчики. Советчики, вот у вас какой-то советчик есть, очень фактурный, который может там вам там давать какие-то советы, там, ты не спеши, да не надо, вдруг он то, вдруг он сё, мы же о нем ничего не знаем. То есть какие-то такие вещи будут вам, да, в уши влетать. Плюс может человек там просто говорить про свою ситуацию, что там у меня муж, там, либо мой бойфренд плохой, такой, сякой, все начиналось так, как у тебя, закончилось, видишь как. То есть тоже не слушайте, понимаете? Вот этот человек, он, может быть, и не желает вам зла, но может даже пытаться вас предостеречь, но его ситуация, его жизнь, его личный опыт — это его, не ваше. На вас это никак не отражается, и вообще у вас своя жизнь, вы совершенно другой человек. Не надо смотреть на истории других и думать, что и у вас так случится. Вообще это ни при чем. Так, здесь, кстати, могут еще родители тоже очень важную роль играть, там говорить, что там делай то, делай это, то тебе надо, то тебе не надо. Поэтому, мои дорогие, думайте сами, решайте сами. Я тоже вас тут не буду призывать спешить, либо отказаться от всех страхов, потому что это все, во-первых, напрасно. Во-вторых, все должно идти своим чередом, да. И если вы где-то смущаетесь, то лучше, скажем так, перебдеть, да, чем недобдеть. Человек к вам идет вот с дружбой, он к вам заходит с дружбой, он к вам идет к собакой, а вы к нему кошечкой, понимаете, кошечкой, осторожной кошечкой вы идете. А вы для него будете такая, знаете, вот, может быть, даже на первых порах в ваших отношениях будут какие-то вопросы, да, вопросы, подводные камни, недопонимание, это тоже может быть. Но тем самым, знаете, я вижу, что вы разбудите в этом человеке инстинкт охотника. Понимаете, так вот, будет он охотиться за вами, кошечка, смотреть, что там вы, какая вы на самом деле. Вы ему такая загадочная покажетесь, что мама не горюй, да, самая загадочная женщина в мире. И он очень много будет думать, как бы вас разгадать. Смотрите, вот здесь очень четко в горизонте, да, в горизонте, это значит будущее. Опять же таки, горизонт и зона будущего. Вот вы в красивом платье, такая вся красивая, отвернутая, да, вы смотрите, в зеркало, в закрытую дверь, не знаю, в стену. И вот он мужчина, который идет за вами, просто вот по вашему следу идет, потому что он запал на вас. Вот такая идет ситуация. То есть мужчина будет за вами ухаживать. Как ни крути, я вижу, что мужчина за вами ухаживает. Еще раз повторюсь, встреча в пределах 2-3 недель это в интернете, и 2-3 месяца это в жизни. Но если вы встречаетесь в интернете, будьте готовы к тому, что отношения не будут сразу прям выстраиваться, да, уйдет какое-то время. Так, давайте теперь третий мой вопрос посмотрим. Как вы встретитесь, как все-таки, да? Хотя я вам сказала и про интернет, и про такую же, но посмотрим. Как вы встретитесь. Так, тут, мои дорогие, тут какая-то дорога. Дорога при дороге, вы встречаетесь. При дороге, на дороге. И может еще такой момент, что вас знакомят. Да? Просто, я не знаю, тут несколько указаний. Возможно, много людей посмотрят это видео. У каждого будет своя какая-то история встречи. Но, тем не менее, вы должны понимать, что ваша встреча, она будет казаться спонтанной, неожиданной, какой-то невероятной, но на самом деле это план. Это план высших сил по вот этому глазу, которые вас соединяют, как ни крути. Еще раз повторюсь, это будет какая-то странная дорога. Дорога, путешествие, поездка, где-то. Вы знакомитесь с этим человеком на дороге, при дороге, в дороге, либо вас кто-то знакомит. Да? Может, вы куда-то поедете, встретите там какого-нибудь друга,
там детства, да, и этот человек вас познакомит. То есть знакомство такое вот специфичное, я бы даже сказала. Поэтому оно будет особенно странным. Здесь у вас лавровая веточка. Смотрите, какая красивая лавровая веточка. Это вот, ну, достижение, это знакомство, это ваше достижение. И его достижение. Оно идет во благо и вам, и ему, понимаете? Оно будет очень успешное, очень. Вы сразу друг к другу начнете притягиваться. Как ни крути, будете притягиваться. Здесь у вас буковка А, понимаете, А. Вот это значимая буква при вашей встрече. Может, человек на букву А, место на букву А, ситуация на букву А послужит именно, ну, толчком к этому знакомству. Что я еще хочу вам сказать? Здесь при вашем знакомстве я вижу и других людей, несколько людей, ну, даже не знаю почему эти люди там, какую роль они играют. То есть будут люди, которые будут как наблюдать за вашим знакомством, как вы будете смотреть друг на друга. Они будут наблюдать, и они будут понимать, что вы влюбились, что вы друг другу очень понравились. Либо это люди, которые специально, да, вас, ну, свели, скажем так, и они будут смотреть за вашей реакцией, как вы с друг другом общаетесь и как вы друг другу подходите. Как бы там ни было, ну, встреча состоится, тут 100% идет состоится. Тут, кстати, и девяточка у вас вышла, 9. Цифра 9 тоже может быть какой-то знаковой при вашей встрече. Но, опять же таки, девяточка говорит о том, что вот с момента вашего знакомства до момента, например, серьезных отношений, ну, брак, там, семья, вместе жить пройдет 9 месяцев. Вот так вот даже, мои дорогие. Здесь, честно, ну, сами видите, да, очень крупные знаки, их не так много, и эти знаки мне говорят о том, что это уже все, это предопределено. Поменять это невозможно, избежать тоже нельзя, уйти тоже нельзя. Единственный момент, что вы просто самостоятельно можете отказаться от этого человека, сказать, что он там мне не мил, мне не нравится, я не хочу, я там не доверяю. Но это будет уже ваше дело и ваша история. Здесь вот опять, да, вот вы красивая, куда-то смотрите в непонятном направлении, мужчина сзади вас еще и с цветочком, понимаете, к вам заходит с какими-то мыслями, с какими-то разговорами. То есть мужчина будет добиваться. Решать будет все женщина. Женщина будет у нас решать, быть этим отношениям, либо нет. Так, мои дорогие, гадание мое на этом закончено. Желаю вам огромнейшего счастья, любви, радости, и чтобы жизнь ваша была вот именно полна и нежностью, и гармонией. И знаете, чтобы было бы у вас все, как вы себе запланировали и намечтали. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.